Сегодня я хочу вас познакомить с живописцем Фаруком Буранголовым. Башкир по национальности, он родился в селе Соболево Челябинской области, основанным одним из его предков – Бурангулом, что в переводе означает «древний он». В семье сельского фельдшера было 6 детей, и все они для забавы делали игрушки из глины. Фарук лепил осознанно и увлеченно. 14-летний художник построил в саду мастерскую, а определил судьбу Фарука, как это и бывает чаще всего, его величество случай. В деревню приехал профессиональный художник, зашел в мастерскую и был поражен изобилием глиняных игрушек и картин, в основном копии с холстов знаменитых художников. Окончив Челябинское училище, Фарук, гонимый жаждой открытия севера, приехал в Усинск, где прожил 17 лет. И этот приполярный город стал соавтором замыслов его живописных произведений. Как бывает тогда, когда по 20 лет ребятам тесно уже в своем кругу, в смысле, когда круг уже замыкается, и тратишь время в большом городе, чтобы находить друзей, объединяться, соединяться. В смысле, как бы и интересно уже, и в то же время одно и то же. И как бы начинаешь искать себя, и в то же время вроде бы они ни при чем, может быть, сам, в тебе какая-то причина. Вроде и контактный, вроде и что-то еще другое. Но в то время очень много кто куда уезжал. Всегда кажется, что где-то интересно. Мы воспитаны на шестидесятниках, на песнях, на романтике, на фильмах. Ну, в принципе, всегда раньше на выставках появлялись, и, по-моему, даже гораздо интереснее были работы тех, кто-то откуда-то что-то привозит. Мы-то этого не знали, мы думали, что они там живут. Они все были москвичи, все писали «Север» или «Ледовитый океан». Масса всего. Конечно, разочарование, что там нет оленей, что это современный город. Это что-то похоже на репортажи из БАМ и откуда-нибудь. Ну, первое разочарование было очень серьезное. Потом уже пришлось искать север уже оттуда. Скорее всего, до сих пор еще тот север, который я как бы представлял для себя. В 11 лет Фарук преподавал в школе искусств, занимался с талантливыми детьми, близкими ему по духу. Работа давала возможность экспериментировать, позволяла накапливать собственный жизненный и творческий опыт. А по вечерам он подолгу работал в мастерской, воплощая свои идеи, замыслы в живописных холстах. Помог ли тебе педагогический опыт в твоем творчестве? Да, наверное. Не то, что, наверное, а все как бы оттуда. В смысле, ну что мы знаем в 20 лет? Я же как бы шел преподавать просто, чтобы создать эту атмосферу, именно творческую. Все-таки вокруг была оформиловка, как мы его называли. И там, в том ритме, как бы после вот этого шрифта рубленного, нерубленного, плакатного, в смысле кисть поворачивать на живопись или мысли, было сложно. А с детьми это как-то разница-то в возрасте небольшая была. И как бы твое детство тут рядом, и как бы ты еще и учитель, и в то же время вот эта робость, страх, и в то же время огромное желание создать эту атмосферу, которая от тебя зависит. Это очень важно было. Мне кажется, уйти оттуда, по-моему, самая серьезная была проблема. Это после 11 лет работы. Но надо было, потому что есть один вариант, когда азбуку прокручиваешь, как бы ты там, я не люблю слово «новатор», и что там по новой. В общем-то, я стал очень консервативным в конце. По-моему, это совершенно логично. Педагог должен быть консервативным. В хорошем смысле. Но это стало неинтересно
как бы мне уже. Ну, оттуда я уже как бы было бы нечестно оставаться там и больше времени мыслить о своем и не отдавая себя еще детям. Просто элементарно же начинаешь понимать, что в тягость, а не писать свое же не можешь. Художник – это профессия или образ жизни? И какова роль художника в современном мире, в современном обществе? Ну, профессия или образ жизни. Ну, со временем это как бы уже стирается грань между профессией и образом жизни. Можно обставлять все как-то так, чтобы совпало. Вот. Не знаю, я уже давно не задумываюсь. И в принципе, и как бы это, и как хобби, ну самое такое главное в твоей жизни. И в то же время все, что остальное, как бы само собой разумеющееся, которое надо делать честно, хорошо. И как бы я вижу себя как живописец, остальное все как бы, ну не главное вроде бы, и в то же время надо относиться, или себе говорить, как будто бы остальное главное, а это не главное. Не получается иногда, и все это настолько уже не имеет смысла как-то об этом думать. Она настолько, в смысле, размышлений в эту сторону уже нет. Не помню уже, когда это было. Все как-то само собой. Идет и идет. Бывает яма, ничего не идет, нигде не идет. Ну ладно. Все равно что-то вытаскивает. Работа, идея, я не знаю что. Может быть то, что для тебя не главное, так работа, другая совершенно. Она тебя вытаскивает в это. И в принципе, я не знаю, идешь и идешь. Состояние там такое, ну не важно. Это сегодня об этом как-то не думаю. Вот так, наверное. Ну, мне кажется, что вот по сравнению с многими художниками, ты чувствуешь себя в настоящее время довольно твердо стоящим на ногах. Как, чем вот это определяется? Ну, не знаю, внутреннее равновесие, по-моему, независимо художник, ты не художник, приходится все равно с этой реальностью сталкиваться и решать эти проблемы. Тут, наверное, есть, как бывает временами, для себя я давно определил, что я вот кукла-неваляшка. Если вынуть стержень, все. Вот чувствовать вот это внутри. Вот это ощущение, наваждение, что тебя вынули этот стержень, как у куклы-неваляшки, вот это было одно время. Потом вот восстановить, получить снова этот стержень, как бы груз для устойчивости, и не утратить. Бывает какая-то вот ситуация, там, не знаю, ну масса ситуаций, получаешь какую-то вот долю как бы вдохновения. И вот желание сохранить, даже вспомнив про это состояние, да, возвращаешь себе. Ну, мне кажется, самое главное – знание. Я не говорю как о художнике знания, а знание как человека. В смысле, я же не могу как в рамки живописца ставить художника себя. Все интересно. Ну, как бы щадя себя, выбираешь какой-то коридор. От этого коридора тут. И есть вот это ощущение, что ты знаешь как бы это. И оно все равно тебя приводит к твоей же профессии, информация имеется. А остальное
как будет. Уже в молодости, как говорится, денег нет, а с возрастом приходит мудрость. Имеется мудрость для того, чтобы как-то воспринимать действительность. Не знаю, но вот масса приемов, способов отнестись к действительности, какая бы она ни была. Хорошая, плохая. Есть варианты хорошего, но настолько каким-то моментом искушения. Устоять, сохранить себя, в смысле не слишком надеяться на что-то перспективное, на обещанное, на ощущение, что... И вот день построил в мыслях, одел что-то в себя такое, и как бы и тебя устраивает какое-то время, хорошо, потом выскочил из этого, ищешь что-то новое. Чувствую, что неуютно, ныряешь снова. Вот это. Есть вот этот стержень. Меня устраивает, иногда не устраивает. Ну, вот внутренний взгляд в себя, он опасен, мне кажется. Это самобичевание и мыслизм элементарный. Это такая вещь, иногда, мне кажется, сейчас для меня, иногда это мешает. Есть тяга к чему-то такому простому, нормальному, понятному. Буранголов – один из тех живописцев, которые намеренно уходят от натуры, чтобы выразить в своих произведениях мир собственных ощущений. В то же время холсты Буранголова несут в себе богатую информацию. Они оригинальны, необычны по сюжету, композиции, цветовому решению. Фаруку чужда реалистическая живопись. Он считает ее холодной, как зеркальное отражение. Его внутреннему миру ближе красота метафор и аллегорий. Многие работы – Рождество, Возвращение в ковчег, Страшный суд – навеяны библейскими сюжетами. Домовой – результат поездок по Беломорью. Этот образ стал символом опустевших российских деревень. Трагический исход жизни многих людей, оставшихся доживать свой век в заброшенных селах. Или какая-то вспышка, может быть, чего-то не твоего, похоже на какую-то заразу навязчивую. Может, ты это как бы не свое выражаешь. Ну, есть вариант проработать что-то на плоскости. Ну, какие-то наработки. Как говорится, неудача – это тоже удача. Я не знаю, сейчас-то мало и меньше всего мне как бы это волнует. Сам процесс письма. Кисть, холст, ты. И как бы уже и не сюжет, не идея, уже переходишь в страшную грань профессионализма. И когда художник уже не думает, правильно он делает, красиво он делает. В смысле, он что-то делает. Идея, не идея, неважно. Вот марает этот холст, и как бы оттуда уже возврата нет. В смысле, от самого процесса. Это, ну, как-то так между собой называется зуд на письмо. Это что-то состояние, ну, не знаю, это очень хорошее состояние. Мне кажется, вот разговаривать про это, вокруг этого, об искусстве, уже нет сил и как бы нет необходимости. Ну, даже через какое-то время становится противно. Порой Буранголова называют художником-одиночкой. Недостаток информации ощущался при Полярном Усинске. И скитаться Фарук любит в одиночку, путешествуя с этюдником по северу. Азарт заставляет его преодолевать большие расстояния. Из этих странствий Фарук приводит рисунки, мысли, идеи, и начинается работа в святом для художника месте, мастерской. Мне хочется, чтобы ты сказал о мастерской как о творческой кухне и как среде обитания. Я помню
первая моя мастерская в 14 лет, которую я сам построил в саду у родителей. И с тех пор как бы я с небольшими промежутками не бываю без мастерской. В Усинске вот у меня, по-моему, у меня 8 переездов было. Хотя этого никто не заметил, как бы. Перед отъездом только я посчитал, сколько же все-таки у меня было переездов. Это у меня почти каждые 2 года, 1,5 года, иногда полгода такие переезды. Последняя мастерская, 3 года я работал. В принципе, я много успел в этой мастерской. Я далеко ходил, в мансард. Мне очень там нравилось. Хотя всякие какие-то моменты были, которые относился совершенно спокойно ко всему этому. Мне это нравилось. Мастерская, я не знаю, ситуация у меня была, целый год мастерской не было. Вот. Это ужасно, тем более в возрасте, когда это надо нарабатывать. Год жизни без мастерской, это я не знаю, что это такое. Это инструмент, ну, самый главный для художника. Если бы я как бы вне мастерской, ну, я не знаю. Я просто не представляю, потому что мастерская, ну, это все для живописца. Даже что, пусть там маленькое окошко через рефлекс, не важно. Да все, кто как начинал, все помнят свои мастерские, где ведь тут ведь не до комфорта. Комфорт, когда есть холст, ты мастерская и минимум того, что надо. Да, у меня после вот последней мастерской очень трудно получается здесь в плане письма. Размер, не важно. Потому что в той мастерской последней я прокручивал что-то, чего я еще там как бы и не закончил, и как бы я закрыл мастерскую, и все так как бы там осталось. А сюда я их как бы уже не смог привести. Есть эскизы, я все, но эти вещи здесь уже не идут. Существует такая фраза «природа – мастерская художника». Как ты смотришь на эту фразу? Ну, и не знаю, как фраза. На самом деле, она как бы мастерская. Ну, только не надо путать в жанрах, пейзаж там. Не в этом смысле. Для меня как бы природа... Ой, что-то такое, наверное, скажу, что потом самому не понравится. Точнее, как бы в природе мы есть с позиции божественного. Как бы изнутри и снаружи. Как бы в природе, как пространство смотреть, это одно. А есть макро природа, форма. Ну, там все есть. Мастерская, ну, не знаю, божественное начало, вот это как бы истина. Вот суметь рассмотреть ее, ну, я не знаю, это настолько... Это космос целый. Не в смысле внешнее изображение или внешнее рассматривание, изучение, записывание, запоминание, а вот каждый раз обновляться через природу. Не знаю, видимо, так. Мастерская, ну, это вообще наше жилище. Как бы мастерская в понятии как помещение, где-то что-то делается, это одно. Все равно, как бы, имея какое-то время базы и зайти в мастерскую, иссякнешь, я думаю, что через какое-то время. Все равно нужно будет вот это выход вот в этот космос. А можно и умозрительно, я думаю, постигнуть. В чем-то. Природа, ну, Господь Бог. Ну, как скажешь иначе? И все-таки почему в твоих работах преобладает трагическое начало?
трагическое. Как бы трагическое как бы остается, а все остальное как бы невидимо много. Но это как бы не сама цель, с одной стороны. А когда открываешь много такого, я не знаю. Наверное, это и есть нормальное состояние человека, который прислушивается к своему настроению. Но все равно есть какие-то работы, которые вроде бы внешне драматические, а делаются со светлым лицом, со светлой душой, скорее всего. Но это радостно все равно. Я не знаю. Опять-таки, обкладывать словами, ну, идет и идет. Фарук Бурангулов – удивительно интересный человек и прекрасный собеседник. Спокойный по характеру, он полностью раскрывается в эмоциональной, экспрессивной живописи. Гармония его души с миром, крепкие жизненные устои и принципы являются защитой его от нашего лихолетия. Бурангулов полагается только на себя и свои возможности. Основная тема его творчества – человек, его внутренний мир, боль, страдания, счастье. Работы Фарука приобретаются музеями и коллекционерами. Живописец с удовольствием отдает свои работы в частные коллекции, собирателей которых в первую очередь интересует индивидуальность и душа художника.